Центр избирком на официальном сайте еженедельно обновляет информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность президента. На сегодняшний день максимальный фонд составил 47 миллионов сомов, минимальный – около 1,5. Средства имеют целевое назначение. Они могут использоваться только на предвыборную агитацию, оплату избирательного залога, оказание услуг консультативного характера, выпуск и распространение агитационных материалов, аренду помещений, оборудования, а также покрытие транспортных и командировочных расходов, услуг связи и другие. Средства в фонд поступают из 4 источников финансирования. Собственные средства кандидата, выделенные политпартией, добровольные пожертвования физических и юридических лиц. Предельная сумма фонда не должна превышать 200 миллионов сомов. В то же время добровольные пожертвования запрещено вносить в фонд иностранным государствам, лицам без гражданства, органам госвласти, местного самоуправления, сотрудникам государственных и муниципальных учреждений и предприятий, воинских частей, а также правоохранительных органов и судов, также представителям религиозных и благотворительных организаций. Не допускаются и анонимные пожертвования, за всем этим следит спецкомиссия. Работа по подготовке к выборам идет по календарному плану. Уже определена очередность кандидатов в бюллетенях. В ЦИКе прошла жеребьевка. По ее итогам кандидатов в президенты разместились в бюллетене следующим образом. Садыр Джапаров, Канатбек Исаев, Мыктыбек Арстанбек, Клара Соронкулова, Имамедин Ташев, Рашид Тагаев, Абдиль Сигизбаев, Адахан Мадумаров, Аймен Касенов, Улугбек Кучкоров, Денишбек Байгутиев, Эльдар Абакиров, Курсан Асанов, Арстанбек Абдылдаев, Равшан Джинбеков, Бактыбек Калмаматов, Бабырджан Тульбаев, Каныбек Иманалиев. Центральная избирательная комиссия утверждает форму и текст избирательного бюллетеня за 19 календарных дней до дня выборов. После приступает к изготовлению избирательного бюллетеня. Избирательное бюллетень доставляется до территориальной избирательной комиссии за 8 календарных дней до дня выборов. На этот раз не только самый длинный бюллетень из-за большого количества кандидатов. Вырос и охват избирателей. По предварительной информации, свой гражданский долг смогут выполнить чуть более 3,5 миллионов человек. Из них за границей голосовать будут почти 36 тысяч. Так как больше всего соотечественников находятся в России, там открываются 3 дополнительных избирательных участка. Всего в Кыргызстане и за его пределами создано около 2,5 тысяч участков. Демира Базарбаева, Руслан Сабатаров, Ала-То, 24.